Ассаламу алейкум, дорогие зрители, с вами программа «Неделя». Я Ислам Иршов. В этом выпуске. Все идет по графику. Глава Чеченской Республики проинспектировал все крупные стройплощадки Грозного. Новый уровень развития спорта. В Грозном открыли первый теннисный комплекс. Как в Чеченской Республике поддерживают педагогов? Торжественное награждение лучших учителей года. Рамзан Хаджи Кадыров выехал с инспекцией по важным стройплощадкам. Его сопровождали первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Исатум Хаджиев и мэр столицы Хасмагомед Кадыров. Глава региона проверил ход дорожных работ на главных улицах города. Также побывал на месте реконструкции международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. До конца текущего года работы на важнейших дорожных объектах столицы будут завершены. Об этом рассказывает во время инспекционной поездки главе региона первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Исатум Хаджиев. Подъезд к городу, шатой Грозный, четырехполосный, Шошер Бельбу, Хара Бельбу, Путин улица Елю, Старомордовская улица Бельбу, Шерипов Бельбу, Шизе мост Атеетугалахил. На дороге, ведущей в аэропорт Грозного, также идут восстановительные работы. Практически можно сказать, только новый день Болшбу. Почти год уже Рамзан Ахматович до конца. Улица Метаев Качев довольно аэропорт. Строится новый терминал международного аэропорта Грозный имени Ахмата Хаджи Кадырова. А в рамках реконструкции всего комплекса взлетно-посадочную полосу не только обновляют, но и расширяют. До Диарна уже халайвертом декам физически полный фасад на царцу. Диспетчерский. Через стекло шумаешь. Он приложь, да, пол без лучше. Диспетчерский. Я люблю ее. А так не люблю. Диан Дюбов. Стане запустите обдабу. А так доктор был, что был полностью. Арвей основной залил. Вот я Дина Гусубик был, что делал что? Рамзан Ахматович. А когда дополнительно вел помещение шейки, вот надо ходить еще было свободу. Рамзан Хаджи Кадыров не оставил без внимания и строящийся район имени Владимира Путина. Направляясь к месту, градоначальник докладывает главе региона обо всех проводимых работах на территории Грозного. Массово министерство взаимодействия, что он аил поручение шавеги, как команду уже даже дал золото больше, что командир уже шавеги уже взаимодействие, что еще шайк социальный объект, что срок дают, что он как и водопровод, что малый канализация шайги хити, что сеть, что وين نزول شيء بسته يلا داسها جوال بسته دايول как нахен чуайогу хлета эцдаб абол бе элдер уже отопительный сезон улсын юлошега катлаштац ушхицне шахуч теплотрашуч эцдаб лабеш мон общественный парк эцдаб яшнахен эцдаб лабеш бо милх направление халачи ца тесацуч айл поручение шейк эцдаб бабеш бин бол шабек администрация главы правительства всегда байталир и шабек дабаз беш всегда бочбон и шабек контролядуй хуш тошабек айл поручение моя шейк коучешон. Рамзан Хаджи Кадыров дал поручение обновить фасады многоквартирных домов, которые прилегают к центральным дорогам. Кэтон Рамзан Ахматович, иш эцлир фасад дал мола, эцля бол да бол орбонус. Цол инзер аэропорте да бюч бол не 130 адрес то сега сегодня я Церц около 80 гейцы Бартбина,
تعبش إز إنوش دادين دي أبو خربوش كي أكيد نوعتي تردمش ده شيء وش أدمت جنايولش ميلتشرز برت بنالش تابوش بولبو إنخ كل يشي ريبورتي خوش إن رشيرت بيش خز بيش بوي خوش وقل بيش بقي بلش بوي خوش ونستريتشو بوش بورن دواتش تا شيء دولت إنوش عندي كان كتا شيء تعلن هوكلت إنوش دي هوكلر دي تبوش وإنخ دكوا تمان تأكيدش هرغال إشتشاش دي عدولش خزلوش خوش ونستريتشو بو عيل بروتشينيت ويشتس بيشبات إتا برنامج وقاعد داتون إيمن على الفوندير شارويت زي ما ديستويه لتن ويدلتش إشتيا بوش بونش نقبل كده تات برنامج ونقنيسلشي إسانبول بلخشة إيمن فوند ووتسدش إشتيا باخاتلوش نقبلشن أخشتاديوت كتيجا. В самом же районе имени Владимира Путина работа кипит и не затихает ни на минуту. Мэр Грозного рассказывает о темпах строительства жилищного комплекса «Квартет». Именно с него и началось возведение нового района. Глава региона проверил ход строительства отделения Национального банка Российской Федерации. Само здание почти готово, и рабочие занимаются благоустройством прилегающей территории. Открытие запланировано на лето текущего года. شبه خمسة يسعى ليت السري دي خازم إيه فساد خلبوش نور يعني اسمه شو هاي دوت إياه دمشق دو وهيت تومر دايلا نو تنس نياتر إذا تجايول بسين رشاقي نو территории тянис. Здесь же активными темпами идет строительство продолжения проспекта Путина. Длина составит 1800 метров. Уже полотно здесь стадион, что хочешь. Извини, полотно до, ранее полотно до. Да, я канал для благоустройства. Наган бил была ваху уже фонтан что штя, массу зеленой зон нашёш. Цац интересный. Це старый фонтан шлат полар халде чуштатуш. Цаллакар вадош зеркальный санцол. Тишtamella современный так. Юкока цацнаган седа бил была целый парк юкор. 15 метров ширина, и он почти 2 километра длина. Увиденным Рамзан Хаджи Кадыров остался доволен. Все работы ведутся согласно намеченному графику. Ислам Миршов и Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». Чеченскую республику посетила делегация Организации исламского сотрудничества во главе с генеральным секретарем Хусейном Ибрагимом Тахой. Гостей лично встретил Рамзан Хаджи Кадыров. На встрече обсудили вопросы духовной безопасности и сотрудничества в гуманитарной сфере. Подробности в следующем репортаже. По сложившейся традиции, гостей республики встречают с особым размахом. В этот раз Грозный посетила делегация Организации исламского сотрудничества. На встрече с главой региона обсуждаются достижения в последние годы и вклад Ахмата Хаджи Кадырова в установление мира на Северном Кавказе. این طول در بحوی این طول در و هین سعی از سو مجد نقشجار 416 مدرسة إيش هنا أو إيش شكول حافظ هنا 130 زيارة تادينا أوداس رأسي بشع خاصن بوصل دنيا لمتكاز نقشجار مصود من برد حيرم صعب بيش تصعد رزن غلاسيات سانسي دينتي رزن غلاسيات أدمشيد رزن غلاسيات تبرق شوال عملوا دنيا لواش عبارة عيش عن terörist sarılçan vajdik şaderi doşdu terörist otaşa boy تخن ويش حوش مشين شو إيريا قطع خيل دول حلية قطع بيرجع خيل بولتير ريشيا سرقل داخل دول حلوة ديتي بتكون خوش دري يشتغل ديون تخن شو حد دول بيركتية دال غزوة قبل دول أحمد جا حد دول بيركت صوت أحداق يوش بونسونير تاعها تيريز بيشاين نيسخل ديش دول دين داخوتين ناخر نيخ داخر خلديش أورني حلا داكن تان ديلي لو برتويوش بالش برتويوش هي تانيستريا أو لقر ما خدوش دو إزيا.
Представители Организации исламского сотрудничества выразили уверенность в необходимости продолжения курса, заложенного Ахматом Хаджи Кадыровым и Владимиром Путиным. По их мнению, это является гарантией духовной безопасности для всех верующих. Дадул дел худо берката 2003 года хая Россия исламский агор хажа езгергло хилат ез ала Путини амадажи гергло дадул дел чука инстахния ю адол гергло мел урун дехал дела мел берката дела чу شيء مثلا نادوش خزير اشتخذوا عليه أطول خزوا تخارش برمی پچهایتا آن بوسو نخی با خیبیشبو نقطه چهای أخ بخبو قیمشنیه خلج زمان چهای اوگر کزیک زمان چهها با چالقی یو حالیر دخوتور نیغ داخل تو دریه Особое внимание на переговорах уделено вопросам международного сотрудничества. 57 почалка, 20 чем-то почалка. Учредитель организации Кольнершия, те дождь оводу, цука ах население юг и балошия, юг и бякен. Так, ехал чоки гичания голосаш ют. Орса оня сандуй голос сумадиона, большинство голосовать лишь иштунды. Например, чоник Сауди чою, Турции чою, Эмират твой, уже шей играду, Эзюкахая. А вы Россия наблюдатель что? Вой мусульмане взаимопониманию, вой рез доцершия, Турция вой на резолюции доглек, Кримя хая бусулнахая, айзошбу, бокоцело динлило, политзаключенный шбу, али Турция и чувая, и вопрос России не слистала. Эмил хочет хая локать, лаврос хая до Путин с Эрдогани, але се просто я до Кипра я со признаться еще, и саниш вопрос принципа допус. Крим до не зандик ашук России хая чанин да сега смежи Жарина, сега гнездом бусов на парок был. Тут исторически же пришел и ненависть, это продолжил. А так нах шабери грези был, шабери гедик ашбу. Эти док деш, док мазик раз надел деш. Бусов не олушия, ума водас. Бусов нах элчан, бусов диндиром, бавою, маршою. Донецка, мазда духан, вайтарин хадина мазда. Для членов делегации это был первый визит в Чеченскую республику. Гости не скрывают удивления, задаваясь вопросом, как региону удалось так преобразиться после 2 разрушительных войн. Ответ на него дал Рамзан Хаджи Кадыров. والآخر واحد شركين وعدوا شنجين شو خز بخبر شو لبي برموسودي هنا لا لي لوش لوشية بوشتر إزاي وخز بويا إحدى شيء لا تقولي رأسي بتشعر شو عدو نتخ بتشعر رأسي كده رجوني إذا سوريا كده لازم وخاي بنسي دوشيو بيت فلاجيو جيميو جيربيو سستاري رأسي دوشوا نتخ دينا بسوا دارس ولا يا Россия, мы регионы, специально регионы, единственный канал Люши, лицензии Люши. Азия канат Грозный ями. А за восток Грозный. Это Грозный, هم شكلها شكاهية وتشرحية يتم استخدامها وشيء مسلم خليل عايشين. Вам десь є ще та бело бай бала мого діти дівчина бай это бело бала культура це бедле каруня да швахта гальч но де нинсо бала хабус кач бе до хая спін кабін до роко нинсо рона краса я бачена на о озен ки олсани о лул хочо до халвік іло ін до робік да В ходе своего визита гости посетили и могилу первого президента Чеченской республики. Они вместе почтили память Ахмата Хаджи Кадырова.
Не осталась без внимания и самая большая мечеть в Европе «Гордость мусульман», расположенная в городе Шали. Она названа в честь пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Гостям провели экскурсию. تخنس نقطة جوار أجر حلقة واردو قزي قل حلقة الواتر صون أما دعوة لوشة صون بركة على أردر بتشنا رمزان خماشنا كي قرنا خزت الواترنا دين دول حوشلنا شدين دول سيننا نقطة قام تون دائما دوش خزدو قنا قام دو حاج دكليلوش قام دو بوصل قام دو أولشة هين قزي وين شنا حسون إدارية إشتجينا دوش خزريح دوتشيا جنش سورتنا خزكتا وشة دو حروين ولا حياة دو زامنا حدام ولا حياة وشي جاكلو دعسا وش عقدش يخو قوارية ستيسية إيش نعودش خطخن مجدية ديلز أدو غرداس نيون شو هي مصو بوصل عالمي هي غير الله بتشو مجديك شيء بوصل نحن أتو بيشية تخوي خشدو سونجين دول مجدية شو خز مجديك دو أرحار درت شور خز دول شيء تبو شورت نخبو سو دينية أرحاد يهونية بوصل بوتشنا از دين خزل جويتسويا آخر لقر ما خاد بو تقنية نوتش ريسبوليكا إيش خز مجد خلرية دين دول ديشية مجد دول ديشية تخوتين كيغلو خلرية سو جويتيا بوصل قامية نوتش قامية بوصل بخلرية شهدين خسيديش خلريش. По итогам встречи стороны выразили уверенность в перспективах плодотворного сотрудничества. Ислам Ершов и Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В Чеченской Республике открылся современный теннисный центр площадью 12 тысяч квадратных метров. В комплексе 4 крытых и 4 открытых корта, отвечающих мировым стандартам. На церемонии присутствовал Рамзан Хаджикадыров, отметив, что такой объект станет новым шагом в развитии спорта региона. Репортаж Ломали Мусаева. Открывая первый в Чеченской Республике теннисный центр, с приветственным словом выступает министр по физической культуре и спорту Ахмад Кадыров. Он отмечает, что новый комплекс оснащен всем необходимым для тренировок и соревнований любого уровня. Уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие друзья, с большим удовольствием приветствую вас на церемонии открытия спортивного комплекса тенниса. Это событие не просто важный шаг развития спорта в регионе, но и символ нашего стремления к высоким достижениям и олимпийским идеалам. Появление этого современного объекта стало возможным благодаря реализации федеральной адресной инвестиционной программы и поддержки главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Глава региона Рамзан Хаджи Кадыров подчеркнул позитивные изменения в целом спортивной инфраструктуре Чеченской Республики. По его словам, еще совсем недавно такие перемены было трудно представить. فوتبال كمان تاريخ تسألني شتون مسألة دون ويهو فوتبال دون ويهو تنتواني أنسامبل بوش تيجر إيش حلقة يجين نرجوش خاطر صوت فندام زلجة دينا تان حلقة يرتاح لجورد تعظيم السبت زايلش دون شون دقي ديش عروي تان دون يقي سبتني كومبلكس شوي حيلش إذا بق ليت بو هذا دون وبلكات ديناميش ندهشي وقعت يستوي شويت سبورت يود قطعة مرات قطعة يقدو هوتشو باخ لا باش لقوه الباريتون موش اللي ناد ديك فيديو بو هذا صيناد لوز عامر دوس عامر هذا بول مثلا. После торжественного разрезания красной ленты Рамзан Хаджи Кадыров осмотрел внутренние и внешние площадки комплекса. Здесь он пообщался с молодыми спортсменами. А мой то это. Мой правильно. صحة كويسة. Открытие спортивного комплекса тенниса – особенно радостное событие для тех, кто занимается этим спортом десятилетиями. Один из них – Руслан Бекмурзаев. 40 лет я мечтал о таком комплексе вообще. И мечта сбылась. Прекрасный комплекс. 4 открытых, 4 закрытых корта. Об этом еще совсем недавно даже нельзя было подумать. Мечты сбываются. Вот она. Реализация проекта стала возможна благодаря федеральной адресной инвестиционной программе и личной поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова, отмечают здесь. Ломали Мусаев, Сайдами Ибрагимов, Ибрагим Батаев, «Неделя». На неделе состоялось открытие уникального железнодорожного вокзала, аналогов которому нет в мире. Его здание напоминает птицу с расправленными крыльями, а 67-метровая часовая башня украшена традиционными орнаментами. В мероприятии участвовали руководство республики и представители РЖД. Подробности у Халимат Шахидовой.
Уникальное художественное решение, отражающее национальный колорит и культурное наследие чеченского народа. Так охарактеризовал новый вокзал Грозного заместитель председателя правительства России Виталий Савельев. Торжественная церемония открытия началась с прямого включения из Москвы. Отрадно видеть, что руководство Чеченской Республики и лично глава региона Рамзан Ахматович Кадыров последовательно реализует политику обновления и модернизации транспортной инфраструктуры. Новый вокзальный комплекс в Грозном – очередное тому подтверждение. Чеченская республика пережила множество трудностей, но сегодня это динамично развивающийся регион. В его восстановлении ключевую роль сыграли президент России Владимир Путин и глава региона Рамзан Хаджи Кадыров, отмечает в своем выступлении премьер-министр республики Магомед Даудов. Как мы помним, в недалеком прошлом на этом месте шли ожесточенные бои, а сама республика лежала в руинах. Однако сегодня перед нами совершенно иная картина. Это новый регион, мирный, развивающийся и устремленный в будущее. Такое преображение стало возможным благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и самоотверженной работе главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. После церемонии открытия гостям провели экскурсию по новому вокзалу. Внутри белоснежный интерьер, украшенный традиционным чеченским орнаментом. Все здесь создано для комфорта пассажиров. Это уютные залы ожидания, просторный кассовый зал с электронной очередью, комната матери и ребенка, молельные помещения и автоматические камеры хранения. Особого внимания заслуживает мультимедийная инсталляция из 6 экранов, рассказывающая о регионе, его истории, достопримечательностях и традициях. В нем реализованы современные цифровые технологии. Все, что есть самое современное для обслуживания пассажиров, для организации сервисов и его безопасности, реализовано в этом вокзале. И мы искренне надеемся, что именно этот сервис, именно этот образ с каждым годом будет привлекать все больше пассажиров на вокзал и все больше гостей в Чеченскую Республику. Первыми гостями вокзала стали пассажиры туристического поезда «Жемчужина Кавказа». Многие из них сразу оценили его удобство и современный дизайн. Развитие железнодорожного туризма в регионе активно продолжается уже около 4 лет. Новый вокзал, по словам министра туризма региона Муслима Байтазиева, привлечет множество поклонников поездных путешествий. Мы очень рады, что именно железнодорожный туризм развивается. Мы положили этому начало около 4 лет назад, и этот проект, как видите, успешно реализуется и набирает с каждым годом обороты. Открытие железнодорожного вокзала, во-первых, это удобство, как для жителей города, так и для наших уважаемых гостей. Прямо вот красотища, охрана, вот чувствуешь себя в безопасности, просто великолепно. А мы только начали путешествие, я могу представить, что будет дальше. Все больше, больше, лучшего и лучшего. Впечатление великолепное, восхищает белизной, чистотой, гостеприимством. Поэтому только похвала за такой дизайн. Новый вокзал не имеет аналогов в мире. Здание выполнено в виде птицы с расправленными крыльями. Одна из главных архитектурных особенностей – это часовая башня высотой в 67 метров. В рамках церемонии открытия также прошло награждение строителей и сотрудников железнодорожных вокзалов. Халима Чахидова, Юсуп Ижиев, Асхаб Керимов. Неделя. Ко Дню памяти и скорби региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова выделил 100 миллионов рублей помощи малоимущим семьям. Традиционные обряды сага прошли во всех районах. Репортаж Хавы Ахмадовой. Поддержка нуждающихся в памятные дни стала доброй традицией Чеченской Республики благодаря региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В преддверии Дня памяти и скорби чеченского народа фонд выделил порядка 100 миллионов рублей для поддержки остронуждающихся семей. Часть средств была доставлена волонтерами на дом, оставшаяся часть распределена через районные администрации.
Также ко Дню памяти и скорби чеченского народа в правительстве Чеченской Республики провели религиозный обряд жертвоприношения Сага. В нем приняли участие директор департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Аслан Абдулаев, а также сотрудники администрации. Собравшиеся прочитали дуа, прося милости у Всевышнего для всей мусульманской общины, а затем раздали мясо малоимущим семьям. إشتا ويتغنى ويبشعي أدمنستراسي ترخ دوقوشا على سلطان الشا ويكلوينا ويدوقوشا ساقدو ويزي سيلا وشدالا ويمسر يرساق قوبل ديل يرساق بحان دولش ويقام عالش ديش ويموخ عالش بيش ويبشع عالش بيش ديني إرسيت أم بوتش إرسي ظلم دوتش بيركتس داخل ويقام ويبشع ويشادش ويزي سيلا وشدالا Почтили память погибших и энергетики Чеченэнерго, организовав религиозный обряд Сага. Управляющий директор акционерного общества Чеченэнерго Иса Кадиров отметил, что первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров и его соратники навсегда останутся в памяти народа. Üç degaloch, masanat ira, büyük sağda koştu ve mahar ve nehkda Ramzan Haji, президент регионального общественного фонда Эймани Хаджи, саанаш я, çoğu tidem beş bu, çerdoğuşlu saanas, soğut vaşta serden yüzün gışlı yaş, yüzük больницы ve güç, masu ağır, halva yol misknagan, nağostal yaş. Участники мероприятия прочитали дуа за героев, отдавших жизни за мир и процветание родной земли, и передали мясо нуждающимся. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Асхаб Керимов. Неделя. В Грозном открыли новую мечеть на 1500 верующих. Святыня названа в честь председателя Совета тейпов Чеченской Республики Магомед Салаха Мамадаева. Торжество посетил муфтий региона Салах Хаджи Межиев, а также богословы и местные жители. Подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. Имам мечети Аль-Асхар из Египта шейх Махмуд Абудаев Ан-Нажар читает аяты из священного Корана. С этого богоугодного дела начинается открытие новой святыни в Грозном. По этому случаю здесь собрались богословы и местные жители. Почетным гостем торжества стал муфтий региона Салах Хаджи Межиев. إماجدكش عبادة سان خزدر جماعة سان خزدر ديل حاحور سان خزدر هنا الشيء ديل سيوخش متجوز لا دوعن جوبتوش متجوز بيبيان أعطير دعبو قاعة سان إلت ماجدك دولش الخيس فور دولش داتس لت ماجدك حكمان قعدو سيقل ماجدك حكمان قايو إلت تيتسون تعيول شول ورستيقل ماجدك لوش تشرعو. Мечеть названа в честь председателя Совета тейпов Республики Магомеда Салаха Мамадаева. В своем выступлении он отмечает, что не может поверить в то, что эта святыня будет носить его имя. После прочтения коллективного дуа верующие совершили джума-намаз. Пятничную проповедь прочитал муфтий региона. Он рассказал верующим о значимости приближающегося месяца Зуль-Хиджа. İt büyüsen adı boşa, milon it büyüsen elçi, sigan dalliğdir. Şahru Ramazan bet yahar it büyüsen Allah, Zulhicce bet halgan it büyüsü Allah,
محرم الحرام بتحلها بسؤال يقول دوش بعضه اتي بيسدال شيعضوي بعنايو وليال عشر ات بيسنا دوي بوشا ديل يشنو عليه الصلاة والسلام ديل لاينو عمل يرميات ات ات بيسن شعشولا يزويل شو العمل استيفن دال يزن ات بيسوز. Старая мечеть была мала и не могла вместить всех верующих, приходящих на пятничную молитву. Теперь здесь смогут пребывать 1500 мусульман. Строительство мечети началось чуть больше года назад. Все средства на постройку выделил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Местные жители выражают благодарность за такой большой подарок. بوس بابش بوشنا هنا شيحنا ريت دع قوش دينا دو تعهم قادش دينا دات هلا عم تستن بق قزع بابر قزع داق لا سرق مجدك ثاني مجدك ستهم بيركتي دو تعشو شو در مجد ريمونت يا شطفا إير دابل بوبش سند عايزة حد ليجر لازم ده الوقت ده يورت باشكر آل الشخص سيجر باز رماج دين شو نقود عياق شو ده الرئيسول وأستاذ رئيسول. الماجيك حدي لنا هون علامة بقعه خلز عشبوش هنا اشتخويشين حدي لدويرة إذا كنت قاسم قعبه الله ده الرئيسول رمزات عشبون يرد خديشين حق دل يرد بيدخل حاجتي يرد بورت حيكيجي وكون دوتي بيزشتغل مبشر هدرك جليل. Мечеть построена в традиционном чеченском стиле и имеет 2 этажа. Изнутри святыня украшена арабской вязью. На данный момент в регионе более 1500 мечетей и еще больше 100 строится. Халимат Шахидова, Адам Арсланукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Великобритании осудили неонацистов, планировавших атаки на мечети. А в Москве курьер отказался доставлять заказ со свининой, сославшись на религиозные убеждения. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». В Великобритании суд вынес приговор неонацистам, готовившим атаки на мечети и синагоги. 3 членов подпольной онлайн-ячейки признаны виновными в подготовке терактов. Они планировали нападение на исламский центр в Лидсе и обсуждали похищение местного имама. Полиция вовремя пресекла их деятельность, при обысках изъяли арсенал оружия, включая пистолет, напечатанный на 3D-принтере, а также материалы экстремистского содержания. Этот случай вновь поднимает вопрос о растущей угрозе ультраправого терроризма в Европе и использовании цифровых технологий для создания оружия. Президент США Дональд Трамп завершил турне по Ближнему Востоку, посетив Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Главным итогом стали обещания миллиардных инвестиций в его проекты. Что бросается в глаза, в маршруте нет Израиля, ключевого союзника США, несмотря на продолжающуюся войну в Газе. Мусульманская община Петропавловска-Камчатского получила официальное предупреждение от властей. Они проводили коллективные молитвы в здании, которое по документам числится как объект общепита, а не как религиозное сооружение. Верующие приобрели помещение, но не оформили его как молельный дом. Ситуация привлекла внимание после публикации видео с намазами в неотремонтированном зале. Глава Следственного комитета страны потребовал доклад о проверке, что указывает на возможное продолжение разбирательств. Случай затрагивает тонкую грань между соблюдением законодательства и свободой вероисповедания. Курьер в Москве отказался везти свинину. Разгорелся скандал. Доставщик не стал отвозить заказ со свининой, назвав ее харамом, запрещенной у мусульман. Это вызвало бурные споры. Член Совета по правам человека Марина Ахмедова потребовала уволить курьера, назвав его поступок религиозной агрессией. Однако мусульманские организации заявили, в работе нет запретов на перевозку продуктов. Соблюдать религиозные правила нужно в личной жизни, а на работе следовать законам страны. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В
Грозном прошел форум «Молодой специалист, строитель будущего». Студенты профильных направлений и учащиеся школ приняли участие в разнообразных мероприятиях, направленных на развитие в строительные сферы. Участники форума также получили уникальную возможность получить стажировку в ведущих строительных компаниях региона. Почетными гостями стали официальные лица республики и представители Министерства строительства России. Подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. Перед началом форума «Молодой специалист, строитель будущего» состоялась пресс-конференция с представителями строительной отрасли, профильными министрами и руководителями образовательных учреждений региона. Форум проходит в разных регионах страны и направлен на популяризацию строительных специальностей, формирование кадрового резерва, а также реализацию нового формата работы со школьниками и студентами для вовлечения их в отрасль. Форум в первую очередь решает задачу по знакомству с компаниями, с теми вакансиями, которые есть в компаниях, с теми проектами, которые реализуются в республике, для того, чтобы ребята понимали и знали, что они востребованы, что их профессии на сегодняшний день очень важны, что для них есть интересная и оплачиваемая работа. Торжественная церемония открытия форума началась с выступления министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Муслима Зайпулаева. Он подчеркнул значимость строительной отрасли и востребованность профессии в этой сфере. В ваших руках творение истории. Сегодня, как и вчера, планировали, уважаемый наш глава нашей республики. В ваших руках творение нашего будущего, создание нашего будущего. Именно, надеюсь, непосредственно будет вашему участию. Сегодняшний форум призван объединить, познакомить и дать возможность выстроить, наверное, начальный этап партнерских взаимоотношений между строительной отраслью, представителями профессиональных, профориентированных компаний, которые сегодня представлены в нашем форуме, и, соответственно, конечно, молодыми студентами. Во всем регионе активно ведется строительство, реализуются крупные проекты в области жилищного и коммерческого сектора, а также инфраструктурные инициативы. Министр образования и науки Чеченской Республики Хушбау Дидаев отметил, что для сохранения текущего благосостояния и дальнейшего процветания республики необходима молодежь, развивающаяся в строительной отрасли. Само по себе просто так ничего никогда не происходит. Это то, что нам завещал наш первый президент, великий Ахмат Хаджи Кадыров, это сегодняшнее благосостояние, по которому нас ведет герой России, наш уважаемый глава Рамзан Ахматович. Это, конечно же, в последующем требует и должно продолжаться молодыми специалистами, молодыми строителями, чтобы этот созидательный путь, он не останавливался, он процветал, он развивался, и чтобы нашей республикой гордился и наш народ, вся страна, и, конечно же, весь мир. Программа форума включает разнообразные мероприятия. Это круглые столы, мастер-классы, викторины и многое другое. Все они направлены на развитие участников и их погружение в строительную сферу. Я думаю, что главная задача моя, и нашего форума, вдохновить специалистов, чтобы они увидели свое будущее в этой отрасли, чтобы они поняли, что своими руками они способны создать что-то большее, способны создать те объекты, у нас здесь конкретно туристические объекты, которые они хотели бы построить здесь, в Чеченской Республике, объекты, которые будут привлекать туристов, не только местных, с России, вообще со всего мира, что они хотят показать, какие традиционные ценности, культуру, обычаи, что они хотят показать гостям. А если говорить, какую важность несет данный форум для студентов, то это в первую очередь, чтобы привлечь именно в строительную отрасль, чтобы студенты понимали значимость этой профессии, важность, то, что строительство сейчас на самом деле очень сильно востребовано, нужны специалисты, и хотелось бы, чтобы студенты развивали навыки. В рамках форума проходит ярмарка вакансий, на которой представлены строительные компании региона. Это уникальная возможность для участников форума найти подходящую работу, а для компании привлечь талантливых специалистов.
Одним из преимуществ форума является то, что строительные компании предоставляют участникам сертификаты на прохождение практик в их организациях. Вот ребята, сегодня познакомившись со строительными компаниями, с теми вакансиями, которые есть в строительных компаниях, теми планами, которые есть у строительных компаний, получают от строительных компаний сертификаты на практику и на стажировку. Мы считаем, что это вот как раз такой первый шаг в закреплении их вот к, скажем так, принадлежности к строительству. Они могут воочию убедиться в том, что те знания, навыки, которые они получают в образовательных учреждениях, сейчас востребованы на строительных площадках, могут, что говорится, руками поработать, да, и, конечно же, в будущем трудоустроиться в эти же компании. Система образования региона оказывает содействие в развитии строительной отрасли. Так, крупная компания по производству стройматериалов «Чеченцемент» сотрудничает с Грозненским государственным нефтяным техническим университетом для повышения квалификации своих сотрудников. Учебный центр тесно сотрудничает с нефтяным университетом. У нас идет повышение квалификации, переподготовка. Каждый вечер проводятся занятия на Чеченцементом, то есть идет повышение кадрового персонала. Чеченская республика стремительно развивается, ежегодно реализуются масштабные инвестиционные проекты. Благодаря этому молодые специалисты имеют уникальную возможность проявить себя и приобрести бесценный опыт. Халима Чахидова, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозном чествовали победителей конкурсов «Учитель года», «Лучший учитель чеченского языка» и «Молодой педагог». Награждение прошло в лингвистической школе Грозного. Кто стал лучшим, знает наш корреспондент. Итоги сразу 3 республиканских конкурсов профессионального мастерства среди педагогов подводит в лингвистической школе. В зале собрались лучшие среди лучших. Первыми на сцену поднялись лауреаты и финалисты конкурса «Лучший учитель чеченского языка». Главную награду в этой номинации получила Хеда Азматгириева, учитель чеченского языка и литературы школы номер 4 города Аргун. Учитель чеченского языка и литературы МБУ СОШ. 4-я школа Аргун. В номинации «Молодой педагог Чеченской Республики» абсолютным победителем стал Магомед Эльмурзаев, учитель истории и обществознаний школы номер 8 города Грозного. Он отметил, что участие в конкурсе стало для него мощным стимулом к профессиональному росту. Если честно, эмоции мне сейчас немного трудно выражать. Эмоции достаточно смешанные. Это и удивление, и радость, и такое небольшое замешательство. Я думаю, я буду пытаться этот результат в дальнейшем реализовывать в своей педагогической деятельности, пытаться быть более ответственным, более грамотным, более хорошим педагогом для подрастающего поколения, для всех тех, кто занимается учебной деятельностью. Главным событием года в сфере образования стало награждение победителя регионального этапа конкурса «Учитель года России». Абсолютной победительницей признана Мадина Зубайраева, преподаватель русского языка и литературы лицея «Квант». Осенью она представит Чеченскую республику на федеральном этапе конкурса. Года Чеченской Республики 2025. Эта победа, конечно же, не только моя. Большое спасибо моим коллегам, большое спасибо моим ученикам, родителям, всей Чеченской Республики и членам жюри. Победительница отметила, что участие в конкурсе потребовало от нее полной самоотдачи. Она выразила благодарность жюри и коллегам за поддержку и подчеркнула готовность достойно представить регион на всероссийском уровне. Безусловно, мне очень приятно стать победителем этого конкурса. Это, по сути, самый главный конкурс для педагога Чеченской Республики. Это был очень сложный путь. Пришлось потрудиться, чтобы сегодня быть на этой сцене. И, конечно, я благодарна и признательна членам жюри, что они так высоко оценили меня как педагога и сделали тем, кто в сентябре представит Чеченскую Республику на всероссийском конкурсе.
Министр образования и науки Чеченской Республики Хожбаут Лидаев подчеркнул, что республика традиционно демонстрирует высокие результаты в федеральных конкурсах. Он поблагодарил главу Чеченской Республики и региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова за всестороннюю поддержку системы образования. Всю Чеченскую Республику, всю систему образования Чеченской Республики для себя с гордостью называем себя самыми активными участниками всероссийских конкурсов, поскольку мы, Чеченская Республика, наши выходцы, наши представители, каждый год достойно представляют Чеченскую Республику, уже ставший победителем регионального уровня, уже на федеральном уровне, число не только лауреатов, но и победителей. Здесь, конечно, я хотел бы, пользуясь случаем, выразить благодарность главе республики, нашему уважаемому Рамзану Ахматовичу, за создаваемые условия в системе образования, прежде всего для наших учеников, для наших детишек. Педагог – это не просто профессия, а призвание. Впереди всероссийский этап и новые достижения. Чеченская Республика в числе лидеров. Ломали Мусаев, Садими Ибрагимов, Ибрагим Батаев. Неделя. В Духовном управлении мусульман республики состоялась пресс-конференция советника главы Чеченской Республики муфтия Салаха Хаджи Межиева. Она была посвящена хаджу и предстоящему празднику Ид-аль-Адха. Муфтий разъяснил собравшимся огромную значимость религиозных обрядов. Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете. На встрече с журналистами затронуты ключевые вопросы, связанные с организацией паломничества, обрядов хаджа, условий проживания и транспорта для паломников из Чеченской Республики. Советник главы региона муфтий Салах Хаджи Межиев подробно рассказывает о духовной значимости хаджа, обязательных и желательных действиях во время его совершения. Ахава Эльмирова, телеканал «Путь». У меня такой вопрос. Можно ли считать хадж действительным, если были нарушены какие-то ритуалы по незнанию или ошибке? И если паломник упал в обморок во время тавафа, нарушается ли его хадж или умра? Если нарушаются столпы или один столб из столпов хаджа или умры, тогда хадж несовершенен, имеется в виду, он не совершился. Масала. В хаджи есть арканы, есть ваджибат. Рукун галиоли из-за гудель шмецахут, восполнение цахуту, штрафа алайя. Если ваджиб галдоли, то восполнение хуту, хаджали науколуцы, худ адель чахуоро. Сундер хаджал даузгиз, сундер валу вок шон хал вок шостаг, хатта дагуала, ваид паломник ша, набоглай цена цацвой худжер шкаха, электронный доска, что худжер шкаха, найхайбик ша полностью за урок шеличу. До того, как они вылетели. Це кварт сюртылай. Ознакомиться даже. Хаджал, галдоля хаджал хидацон. Галдоля гуддер чвей руха хаджал хидохон боша. Мы всех просвещаем. Салах Хаджи Межиев призвал верующих совершать паломничество только легальными путями. Он подчеркнул, что пешие паломники часто пытаются проникнуть в Мекку нелегально, в обход установленных квот, что недопустимо и может привести к серьезным последствиям. Пеший хадж дашвек, велосипед хадж дашвек, шавек нелегально хадж завучу. Он хаджали визе отсюда, у него нет визы на хадж. И умра виз или туристический виз сан початку чует, صوت اعتقاد جولك سن ليجا عيدت عدولي ويجليل أخ تقول أرت بولش سو ويلسبيت تعوينير سو إشتينير شا حلوة قار عرفاتي شا عيدا كلمة وغيتعار ويقيقا بنا هين سبق بقيقا نيليغالنا حجل دشبول ناخ ستوخ تار تسويلي چوغلنا выдворят бо депортируют бо чубух уголовной ответственностью. ماليو ده عراشهم وس حاجة لينا وس عيد له شاي دنيا مشابه بصوا بناخي عاوز عاوزين يعني بقوة مويد اللي في شاي سيستم شو أنا каждый почалхана допустимую квоту потому что почалхик все около нахт или отсло حاجة ли все около нахт обслуживать было шей ницрей хаджин да что цари шей возможности хаджин нелегально что их шболнах их тысячи Царь законно бяхкинча неудобство создавать ее, царь метикш халиц, пробираться до ватуна юки бил, ах не метикш занимать ее и харам до и умшлилда. Одной из важных тем стала и возможность совершения хаджа женщинами. Муфтий развеял миф о запрете паломничества без сопровождения мужчин. Поймал алейхиссалату сунзаму чадуинса совершение хаджа умри. Цугайна эмкерса, эпирса, караванчса, пешком, иште, ну, шайол, шо транспорт, скалок.
Sundere di mazhabcha şeriat yaxtun fotin bexkambu mahram watch zud al mayolele mahram boştek da gilu wash gil iştetun lotsel ki tanya xişol boku yol şolsa watch ya sun san dets ya boku yo veşit ya boku yo da kantas ya boku yo zindets ya boku yo işte bagar bokuş da hatır kollo şaya boku yutuna şaya boku yutuna şaya boku yo zudri otskemant ya balah ostobuns balah iz as boştat iz di amazab çahdu iz nagasan zudri tob yalah tsertun zwox sagwa sah от зудри тобунсан и хилер баандолш мегер дуэл. Особое внимание было уделено правилам жертвоприношения в Ид-аль-Адха. Муфтий рассказал о значимости праздника, разъяснил о разрешенных для жертвоприношения видах животных и порядок распределения мяса. Гурба чадин суннату делияш алейхиссалату чадин суннат дуэла могу донать чадин суннат дина. Пайгамбар алейхиссалату салам сон хак яшудин до камел دوق دزل ديسن قميل دو لحر أسحق انتيت أدم غربان لات بوقتي كيتر مبات صون أتس غرب دين وشوش دين دال مصوش كنوش بجشتني بيها غرب دير إذا وغربان بوت أول حجر دشمال بوت أول ذو الحجة بيت إتوغ دير إذا غربان ديدو إتسع غربان داخل ساعة صوت عدو قدئة غربان دينوش لوش أيام التشريق أول سارة هل إتلوغ داخل سايتلوغ شيتلوغ قويتلوغ صوت قدئة Общем сложности ди дехулиш. Оз ди на марко шарашка марко шош марка бархарам дош. Марка бокоя зо деношка. В завершении Сала Хаджи Межиев пожелал мусульманам благословенного хаджа и достойной встречи праздника Ид-аль-Адха. Хава Айдамирова, Юсуп Ижиев, Ибрагим Батаев. Неделя. Муфтий Чеченской Республики Сала Хаджи Межиев провел лекцию для студентов колледжа экономики и информационных технологий. Богослов рассказал о приближающемся времени хаджа и как правильно совершить этот один из 5 столпов ислама. Также он рассказал о проведении обряда жертвоприношения. سای عاصل این صدق آسی با خوش مکرلو دشته شولسگ از عیسو چون دیره و پیامبر علیه الصلاة والسلام لامز دعانا بسول بانی کرستن لیوق استوشتر ال دولدوش ات حق ال دو حین حق ال دو ام صدی چه هما داتر باخ شولشن حق ال دو تاق استکریستول نگاحسن لامز شینتی عدویلا خوش اقابل دش أما شيء لدرلون شيء عسلين لامز صدش ديتين خلول شوستك إذا عيسو سنت يعتوب دردو لامش ديوخش دا ديسو. Муфтий ответил и на вопросы студентов. Организовала встречу молодежное общественно-патриотическое движение «Ахмат». Мероприятие одухаящат свои салахаш дерес хелцун цо бог дохона остодут хонец болтат беш охалец болха именно кигрухошан элмоглец дуч динаглец це знаешь чагирду. Это были главные новости к этому часу. Благодарим, что были с нами. До встречи в следующем выпуске программы «Неделя». С вами был Ислам Ершов.